Как использовать бюджетные резервы, в правительстве Коми долго не гадали. Первая и очень долгожданная инициатива – компенсация платы за детский сад. Сегодня выплаты осуществляются с учетом критерия нуждаемости. Право на них имеют семьи из 3 человек, если их доход не превышает 61 тысячу. Семьи из 4 человек, если доход не превышает 80 тысяч. И из 5 и более, если доход не превышает 100 тысяч рублей. Пока льготой пользуются 18 тысяч ячеек общества. После изменений в законодательстве цифра вырастет в 3 раза. Сергеем Анатольевичем принято решение увеличить с 1,5 до 2,5 прожиточный минимум. Соответственно, и количество получателей такой компенсации значительно увеличится. Примерно, по нашим предварительным подсчетам, таким правом смогут воспользоваться 50-53 тысячи семей, а это где-то 85%. Если говорить о том, что у нас всего 60 тысяч детей посещают сегодня дошкольные образовательные организации. Что еще необходимо отметить? Компенсация устанавливается в процентном соотношении. Сегодня она составляет 20% на первого ребенка от общей стоимости родплаты, 50% на второго и 70% на третьего. Так вот, принято решение увеличить размер компенсации на первого ребенка с 20 до 30%. Поправки в законопроект об образовании в Госсовете было предложено внести на июньской сессии. Однако депутаты отложили документ для доработки. Говорят, тогда было слишком много «но». Впрочем, и сейчас немало противников. И их опасения вполне обоснованы. Их основной аргумент. Опять будут выделяться деньги тем, кто их не будет, условно говоря, использовать для нужды семьи, детей, а потратит их совсем на другое. И второе, у нас там 13 рублей не хватает до критерия нуждаемости, и мы тоже. Поэтому, вот этот закон, его нужно разрабатывать таким образом, чтобы все это учесть. Это непростое дело. Поэтому, безусловно, сейчас такая серьезная работа предстоит. По словам Сергея Усачева, депутатский корпус воспринял инициативу главы с энтузиазмом. В Госсовете создана рабочая группа, которая уже приступила к разработке социального закона о поддержке семей с детьми. Законопроект будет направлен на обеспечение нужд в сферах здравоохранения, образования, улучшения жилищных условий. Вопрос будет решен комплексно. И сентябрьской сессии парламентарии не ограничатся. Закон вновь обсудят с общественными организациями, чтобы откликнуться на запросы населения и учесть нюансы. На этом этапе важно получить максимальный отклик. В рамках этих дополнительных финансовых возможностей предполагается решить комплекс мер. При этом очень важно, что заявив об этой сумме, решения, которые затем властью будут приниматься, они будут приниматься с учетом мнений самих семей и общественности. То есть очень важно сейчас высказать, какие сама бы семья хотела видеть дополнительные возможности по государственной поддержке. Поэтому я бы предложила и пригласила к такому публичному открытому разговору с тем, чтобы, когда решения будут приниматься окончательно, они максимально соответствовали и запросам, и ожиданиям наших семей. Депутат Госдумы от Коми Ольга Савастьянова решение главы называет важным государственным шагом. Хорошо, что медлить с принятием меры поддержки не будут. Чтобы переломить негативную тенденцию последних лет по снижению рождаемости, заработает льгота уже в сентябре этого года. Таисия Жакова, Артем Соколов, телеканал Юрган.